Камрате состоялось очередное заседание Народного собрания Гагаузии. В повестке значилось 3 вопроса: о проекте закона АТО Гагаузия о бюджете на 2017 год, о проекте о признании утратившим силу некоторых законодательных актов, о проекте о внесении изменений и дополнений в закон о телерадиовещании. Было также предложено внести в повестку вопрос о провозглашении Народным собранием Гагаузии общественно полезным строительства солнечной электростанции мощностью в 40 мегаватт в городе Чедрлунга. Ранее фирма «Санга» заключила с Примурией города протокол о намерениях проведения экспертной оценки участка земли с целью установления ее пригодности для данных целей. Сейчас компания находится на стадии уже заключения договора о финансировании. Единственным документом, который отсутствует в досье по получению финансирования, является статус данного земельного участка. Значит, по этой инициативе земля остается в собственности Приморья, земля не продается, она будет далее уже получена в аренду на основании общих требований. Единственное, что просьба из-за того, что если перевод земли сельхозоборота под строительство, это нужно платить определенные суммы, которые, в принципе, составляют по этому участку очень большие деньги. Для того, чтобы дать стимул и мотивацию инвестору, чтобы он это строил быстрее, мы вышли с этой инициативой по заявлению Приморьи города Чедрлунг. В принципе, тот участок, он достаточно хорошо подходит под строительство данной электростанции, потому что непосредственно поблизости находится подстанция Молдоэлектрики мощностью 110 киловатт. Цена вопроса очень высока. Мы все за реализацию подобного рода проектов. Но 100 миллионов с лишним леев вот так отдать, просто так, со стороны Гагаузии, это было бы нерационально, не имея каких-то гарантий. Реализация проекта должна проводиться при строгом соблюдении закона, согласно которому для начальной стадии строительства отводится 2 года. В противном случае договор теряет силу. Здесь будут конкретные ограничения. То есть они обязались первые 5 мегаватт уже начать строить, как только они получают в аренду участок. Первые 5 мегаватт должны построить до вступления в закон, действия закона. Это апрель следующего года. Если этого не будет сделано, то, извините, все уже расторгается и все, ничего не будет дальше продлено. Но максимум это срок по новому закону, который закон утвердил парламент. На такие проекты отводится 2 года. То есть в течение 2 года после получения авторизации со стороны правительства и, соответственно, местных органов власти, если ничего не построено, то все аннулируется. Спор между депутатами вызвало предложение о выделении денежных средств для телерадиокомпании ГРТ. Мы можем выделить какие-то деньги туда, потому что люди говорят, что у них зарплата вообще 1800 лей. Если можно, ну как мы можем сделать? Проблема есть большая. Я думаю, что исполкому надо более конкретно разобраться там, да, и выйти, потом мы будем... Не, ну погодите, мы давайте пообсуждаем. Я хочу, Елена Федоровна, я хочу, чтобы вы сказали ваше мнение, как мы можем это исправить и как мы можем помочь коллективу. Там надо разобраться, что сказать. Бюджета, прежде всего, запрашивается информация, которая у них имеет. Общественная организация ГРТ не является бюджетным учреждением, поэтому стопроцентное финансирование этого учреждения мы не можем осуществлять. Туда направляются дотации, но у них есть обязанность получать свои доходные источники. Мы им не гарантируем зарплату стопроцентную или какие-то другие расходы. Они сами себе должны зарабатывать. Изначально, когда создавалось гагаузское телевидение, деньги выделялись только на аренду ретранслятора и на техническую часть. Сегодня гагаузское телевидение все это перевело 100% в плоскость, что мы должны обеспечить зарплаты всем остальным. Мы вводили бюджетное учреждение, мы в эту сумму заложили. В телевидении есть одна очень большая проблема. Вот год для них был очень сложный. И, к сожалению, некоторые сотрудники судились с каналом. И почему возникла проблема с финансированием? Потому что они взыскивали материальные, моральные ущербы и так далее, и так далее. Это было не предусмотрено. Из-за того, что через суды взыскивались эти суммы, это отразилось на том, что были изысканы финансовые ресурсы из фонда заработной платы тех сотрудников, которые сегодня продолжают работать. Мало не хватает. И три отзыва ни разу не отчитались, какую сумму денег они от рекламы зарабатывают. А мы все увеличили, а деньги уходят в песок. Поэтому сейчас там порядок. не надо, может сегодня порядок. Но мы когда-то услышали,
слышим от них, что они зарабатывают. Они должны отчитаться и сказать, что составляет часть рекламы. Согласно представленному отчету, в 2017 году в Гагаузии ожидается рост ВВП на 3%, инфляция в пределах 4%, рост экспорта составит 15%. А что касается заработной платы, она возрастет на 8%. Рост промышленного производства на 15%, рост сельскохозяйственного производства на 1,5%. Первые два вопроса повестки были рассмотрены на заседании. Последний вопрос о проекте внесения изменений и дополнений в закон о телерадиовещании остался без рассмотрения.